часто не дает человеку большего в силу убогости человеческих представлений о ней. Эта цитата наиболее ярко отражает суть произведения Илаша Арнигона «Челе». С самого начала произведения автор сообщает прискорбную весть о смерти главного героя. С первых строк он опутывает читателя гаммой противоречивых эмоций. Умирает, прощается с жизнью старый Челе, болезнь сковала некогда могучего работника. Его прерывистое дыхание, мучительные стоны вызывают его семьи лишь усмешки. Одной ногой он уже в могиле, а другую так и норовят столкнуть туда же все члены его семьи, за исключением жены. Можно ли оправдать подобную жестокость и бесчувственность самых близких людей? Но погружаясь глубже в текст, понимаешь, что подобное поведение близких все-таки подлежит некоему оправданию. Но обо всем по порядку. Илаш Арнигон Тогузов Газак Иласович родился в 1888 году в селении Ардон. Отец умер, когда ему и не было 5 лет, и его воспитывала мать. Илаш получил образование в Ардонской духовной семинарии. Позже он окончил Институт народа Востока и уехал в Харбин, где работал инспектором советских школ. Тут же он выпустил для астинской диаспоры учебник по родной речи на свои средства. Начало творческой деятельности поэта относится к периоду его обучения в Ардонской семинарии. В это же время впервые появляются в печати его стихи в журнале «Христианская жизнь». В те годы это был единственный печатный орган на астинском языке. Илаш Арнигон принадлежал к той плеяде мастеров слова, которые в первой трети бурного, сложного и щедрого для России на политические потрясения XX века закладывали фундамент современной астинской национальной литературы. В своих самых известных стихотворениях «Несчастная Осетия», «Клятва», «Где вы спрятались», «Прощай» и других поэт реалистично описывает мрачные картины тяжелой жизни народа. Чувство глубокого сострадания вызывает судьба оставшегося без кормильца сирота одноименного стихотворения. Название «Несчастная Осетия» говорит само за себя. Поэт далек от революционных призывов, он готов отдать ум и сердце родной Осетии. Из литературного наследия поэта сохранилось только то, что он успел опубликовать при жизни. 34 стихотворения, 1 рассказ, поэма и 2 небольших драматических этюда. Он перевел на астинский язык произведения некоторых отечественных и зарубежных писателей. Лейтмотивом всего творчества писателя становится особый эмоционально-художественный стиль, в котором для поэта важны не внешние атрибуты той эпохи, в которой он жил, а внутренний мир человека, его радости и горести. Что может оправдать подобную жестокость самых близких людей? Каким взглядом прожитую жизнь умирающей? Чем ты мог так сильно обидеть родных и близких, если они с таким нетерпением ждут твоей смерти? Почему в людях нет ни капли уважения к твоей старости? Нет, не привык ты оглядываться и вспоминать прошлое. В своем произведении автор создал выразительный образ алчного человека, охваченного страстью накопительства и наживы. От крайней жадности он не позволяет себе никаких радостей, так же, как и своим близким. Вот почему они с таким нетерпением ждут его кончины, чтобы скорее получить ключи от амбара. Старик Челе является собой ту массу людей, которые в погоне за материальным благополучием не видят самого главного. Что твой большой стол, если не с кем делить хлеб? Что твое богатство, если ты не слышишь дорогих сердцу слов, а дорогих твоему сердцу людей? И даже в предсмертной агонии, совсем съехав на обочину жизни, он просит вернуть ему утерянный рашпиль, и в конечном счете, найдя его, он умирает с счастливым блеском в глазах. Читать или не читать, спросите вы? Конечно, читать. Потому что автор заставляет нас помнить о смерти, в том прекрасном смысле, что необходимо забывать все плохое и помнить только хорошее. Давайте задумаемся, а может то, что мы считаем главным, на самом деле не главное, а то, что мы считаем второстепенным, главное и есть? Найди свою книгу.